Викрили з власної домівки, катували струмом та принижували. Наріман Аметов розповів про тортури, яких зазнав від окупантів. Минулої п'ятниці його викрили з власної оселі у Старому Криму з мішком на голові та привезли до якогось міста. Каже, ймовірно, до Сімферополя. ФСБівці провели його в якийсь підвал і повідомили, що підозрюють у диверсії на газопроводі та запропонували пройти перевірку на детекторі брехні. Я сказал, я расскажу вам все. Но за аппарат полиграфа я не сяду. По той причине, я не доверяю этому аппарату. Я это им сказал. У меня в данный момент, я переживаю. Я боюсь. От них идет давление. Матом. Разным методом. И я боюсь этого. Что они в чем-то могут меня обвинить, с чего я не совершал. Он мне сказал на это, что до потери пульса моего или его я сяду за аппарат этот. За півгодини у нього запитали, чи не змінив він своє рішення. Коли Наріман відповів, що не довіряє цьому апарату, до нього підійшов один зі співробітників, який був у приміщенні. Он подошел ко мне и громко, басами, такими голосом, и говорит: тебя как зовут? Я ответил ему: Нариман. На что он мне ответил: меня зовут Максим. И на что он сказал: ты знаешь, кто я? И я ему сказал: нет. Но я боюсь, я понимаю, я нахожусь в мешке, и что сейчас будет происходить? Я не понимаю, откуда он может прилететь. Я не ожидал пыток просто. А он мне отвечает: я, говорит, тот, кто развязывает языки. Я машина, говорит. Я, говорит, государство. Я приехал в Крым, говорит, давить таких, как ты, говорит. Я говорю, это неправильно. Я ничего не совершал. Он сказал: я сделаю все. Ты все расскажешь, и мне за это ничего не будет. Но это все было матами, с оскорблением личности. Но я этого говорить не буду. Коли Наріман попросив адвоката, його схопили ФСБівці та посадили на стілець. Ноги скотчем примотали до ніжок стільця, а тіло до спинки. Голову так само обмотали скотчем, не знімаючи мішок, а до вух підключили електричні дроти і пустили струм. Он был болючий. С моими мозгами что-то происходило. Ну, я протерпел. Он был секунды 2-3, я не знаю. Он был такой протяжной. Я протерпел, ни слова не пикнул. Я в себе прокрутил, я буду держаться, сказал. Но я понимал, я так долго не продержусь, смотря сколько они будут бить. Следом пришел второй удар. Я тоже продержался. Но тут, я не знаю, у них, может, этот аппарат меняет, видать, усиливает, есть, они, может, регулировка. Я получил третий удар такой, который я не могу объяснить, что со мной происходило. У меня мозги в тот момент поплыли. Я не контролировал ничего. Я ничего не контролировал. Но после этого удара я прокричал: все, я сяду за аппарат. Ну, на что Максим мне ответил: теперь я буду решать, когда ты сядешь. И продолжал наносить удары.
Таких сильних ударів було 4, каже Наріман. На прохання припинити кати ніяк не реагували і дали ще 2 заряди. Они остановили, и я сразу прокричал: все, я возьму все на себя, все, что вы пожелаете, даже смерть Сталина. Вроде бы я так сказал, я не помню, потому что у меня были мозги, я то состояние не могу передать, что со мной происходило. З Нарімана зрізали намотаний скотч та посадили за стіл і дали йому підписати якісь папери. За словами Нарімана, це були документи, де було сказано, що він не має претензій до силовиків, про визнання злочинів та про співробітництво. Після того, як він трохи заспокоївся, його підключили до поліграфа. Їх цікавили питання відносин Аметова з українськими органами влади та спецслужбами, його ставлення до терористичних організацій. Це тривало протягом 1,5 години. Потім дали текст, який Наріману необхідно було озвучити перед відеокамерою. И сказал: прочти это. Я прочел несколько раз. После этого он спросил, запомнил ли я это. Я сказал нет. И он говорит: я тогда держу этот лист и снимаю на телефон. И ты читаешь с листа то, что там написано. Там было написано, дословно не помню, я был в шоке, но там было написано: я не имею претензий с сотрудникам ФСБ, и они надо мной никаких опытов и не били меня, не проводилось ничего такого. Наріману сказали, що поліграф показав його невинуватість. Они мне сказали: если я расскажу о пытках, то, что происходило здесь, в подвале, они под давлением, у них есть бумага, где я написал о сотрудничестве с ними. И мы покажем это Крыму, мы покажем это крымскому народу, если ты расскажешь вот то, что здесь произошло. Через своих, говорит, татар, крымскому народу, и сделаем тебя предателем. И в тебе разочаруются. После этого, через определенное время, ты пропадешь неофициально. А наши методы тебе знакомы. Я сказал: хорошо, я говорить не буду. Но они сделали ошибку. Они лучше бы убили меня. Потому что я буду рассказывать все, что происходит. Згодом Нарімана вивели з того підвалу, посадивши з мішком на голові до тієї ж автівки, та везли близько 1,5 години. Неподалік Старого Криму, де живе Наріман, його виштовхнули з машини та поїхали геть. Уперше оселю Нарімана Аметова обшукали у вересні 2014 року. Того дня його забрали в управління окупаційного ФСБ, змушуючи дати потрібні свідчення. В разі відмови обіцяли залишити його дослівно гнити у в'язниці. Пізніше неодноразово силовики намагалися схилити його до співпраці, погрозами вимагаючи виступити в ролі прихованого свідка.